Уже завтра школьники возвратятся за парты, а сотрудники госавтоинспекции перейдут на усиленный режим работы. Необходимость в этом есть, ведь только с начала года в Коми произошло 74 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. В результате 84 из них получили травмы различной степени тяжести и 3, к сожалению, погибли. В первые дни сентября количество несовершеннолетних на дорогах резко возрастает и, как следствие, увеличивается риск аварий с их участием. Как подготовить ребенка к походу в школу, чтобы с началом учебного года не выросла печальная статистика, знает Антон Булаев. Останавливаемся обязательно, смотрим налево, есть ли машины, направо. Убедились, что нет машин? Доходим до середины, не бежим, спокойным шагом. Дошли до середины, смотрим опять по ходу движения. Ага, машины пропускают, идем дальше. Поход в первый класс – это огромное волнение как для детей, так и для их родителей. Светофоры, знаки перехода, карта безопасного маршрута. Помощь первокласснику Егорию Максимову. За день до 1 сентября он вместе с папой повторяет правила дорожного движения и запоминает дорогу до школы, чтобы 5 минут пути стали для ребенка максимально комфортными, а главное безопасными. Переживаем за ребенка, все-таки первый раз, первый класс. Начинаем задолго до 1 сентября, примерно за 2 недели, изучать маршрут движения от дома до школы. Конечно же, первое время будем сопровождать ребенка до школы. По возможности даже, наверное, встречать, закреплять маршрут конкретно, а дальше посмотрим. Школа мальчика расположена таким образом, что практически все пути, следующие к ней, так или иначе пересекаются с проезжей частью. Поэтому разработка специальных маршрутов для учащихся – это нужная мера. У каждого из учеников должен быть свой безопасный путь до школы и специальная схема, на которой он обозначен. Исключаются лесные массивы, исключаются темные переулки. Значит, родитель должен знать этот безопасный маршрут. Он не должен быть самым коротким, он должен быть безопасным. Чтобы улица была освещена, тротуар был освещен, но чтобы не было вот этих темных переходов, темных переулков, чтобы перекрестки были или оборудованы пешеходными светофорами, или, соответственно, пешеходными знаками, да, чтобы ребенок не мог переходить дорогу в неположенном месте. Для того, чтобы у школьников не было соблазна переходить дорогу в неположенном месте, из раза в раз повторяются непреложные истины, причем как в теории, так и на практике. Госавтоинспекторы принимают участие в проведении родительских собраний в каждой образовательной организации, в ходе которых информируют взрослых о причинах и условиях совершения ДТП с участием детей. С юными участниками дорожного движения проводятся профилактические беседы, конкурсы и флешмобы по правилам дорожного движения. Также в сентябре наряды дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к образовательным организациям и путям следования к ней обучающихся. Подобные безопасные маршруты разработаны в каждой школе, а также во всех дошкольных учреждениях. Однако только на этом дело ограничиваться не должно. Важно, чтобы родители ежедневно напоминали отпрыскам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Антон Булаев, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.